В ходе беседы, прошедшей накануне в постоянном представительстве Ингушетии при президенте России, обсуждались вопросы реализации региональных и федеральных программ, улучшения качества жизни людей, действенности мер по повышению эффективности бюджетных расходов, укрепления производственной системы региона и другие приоритетные задачи. Так, глава Ингушетии отметил значимые результаты, достигнутые в части экономии бюджета региона и сокращения кредиторской задолженности. Главное сейчас – постепенно выйти на дорогу абсолютной прозрачности экономики, подчеркнул он. Важным, по словам Махмуда Али Калиматова, на пути к выходу на новый уровень жизни в республике является развитие агропромышленного комплекса и наращивание собственных производств внутри региона. На поддержку этих отраслей, особенно сельского хозяйства, сейчас направляется большой объем ресурсов, и мы ждем высокой урожайности в прямом и переносном смыслах, добавил глава Ингушетии. Внимание присутствующие уделили и сфере, которая сегодня претерпевает позитивные изменения, в сфере образования. В частности, речь зашла об итогах проведения ЕГЭ и квотирования приема на целевое обучение, которое власти намерены значительно переориентировать с акцентом на техническое направление. С 2021 года министерство разработало, мы соглашение заключаем с техническими вузами. Политех, информационных технологий, айтишные, информационные, авиационный институт. Только с ними, более 200 у нас целевых мест. Отдельной темой встречи послужила подготовка к 250-летию единения Ингушетии и России, которая из-за эпидемии нового коронавируса была перенесена на октябрь. Участники обсуждения поделились своими взглядами на то, как должны пройти главные мероприятия, а также разделили зоны организационной ответственности. Каждый выразил желание и готовность внести свой вклад в подготовку празднования исторически важной даты для Ингушетии и всей России. Хава Султыгова, Новости 24.